Всем привет, друзья! В эфире программа «Пропеллер». Привет! И сегодня у нас в гостях Мераби Горозия. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Первый наш сюжет мы посвятили работе студенческого совета. Поговорим об активизме в целом. Нет, в школе было круто. В школе, мне кажется, было круче. активист. Я был активист. Ты же в школе. сейчас в школе. Я еще и работаю сейчас в школе. И именно этим же и занимаюсь, активистами. Вот в школе я точно был активистом. Мы делали стенгазеты. Вручную так мы рисовали. Ну, а стенгазеты. Да, то есть у нас были всякие разные праздники. А у нас еще выборы. Мы выбрали президента, выбирали в Был школе. президент? Нет, конечно. Я сидел в радиорубке и озвучивал результаты. У вас была радиорубка? Радиорубка у нас была, я там постоянно сидел. Ваша школа не на корабле располагалась? Насколько вообще нужна вот эта деятельность активистская? Мне кажется, это без этого никак. Почему? Потому что дети развиваются, им надо заниматься чем-то. Кто-то спортсмен, кто-то идет там по научной стезе, там они учатся. Ну, а кто-то активист, театрал, сидит в радиорубке. Ну, на самом деле, это же очень важно, потому что если ты состоишь там в студсовете, да, где-то, то есть у тебя изначально развиваются какие-то навыки организатора и проявления инициативы в любом, ну, то есть в жизни. В студсовет я попала в этом году, так как я первокурсник. По коридорам были развешаны объявления о том, что будет собрание студенческого совета. Ну и как бы первокурсники, все желающие могут подойти туда. Сам я активист, из-за этого я пришел в студсовет. Одному было как бы поначалу идти страшно записываться. Я собрал компанию небольшую, из 8 человек, и мы пошли дружно. Смотрю, неформальная обстановка такая, люди все веселые, хорошие, я думал, будет как-то не в своей тарелке буду себя чувствовать, а нет, нормально. У студсовета роль создания и проведения мероприятий. Профориентацией занимались в прошлом году активно, почти все школы объездили и в УЛУСы ездили. Больше всего мы стараемся показать студентам, что в университете есть не только учебная работа, но и внеаудиторная. В школе я тоже был активистом, но в плане таком, что таких больших мероприятий нет. Ну, это, во-первых, мисс и мистер Бугуэб, день первокурсника, и вот Татьяне день. Я участвовала на «Мисс и мистер Бугуэб». Для меня это незабываемый день, я до сих пор помню его. Очень много чего дало мне. Я состою в танцевальном коллективе. Стараемся на каждых мероприятиях показать свой коллектив. Студсовет, это уже с годами сформированная группа, и мало новобранцев. Хотим, чтобы побольше приходило народу. Студенческая жизнь, ее надо ощутить, надо быть везде, пытаться больше, обширно заниматься деятельностью, и тогда все будет круто. Не лениться, учиться и учиться и учиться. Я очень любил театральный кружок. И прям, когда я был активистом, я во всех постановках всегда принимал участие. Потому что моя мечта была стать актером. А если не секрет, кого ты чаще всего играл? Ну, не чаще. Какие роли ты можешь? Старичка-боровичка там. Я был Дед Мороз. Ну да. Я был... Снегурочкой. Нет, я был... Все, я был Дед Мороз. Кощей. Какой ты Кощей? Можете пойти в 21-ю школу и спросить, Кощей я был... тощий всегда был. А у нас прикольный был У Кощей. нас прикольный. Прикольный, большой добрый Кощей. Дворец детства, русский театр, я там, где только не выступал, в актовых залах школ. И сейчас по роду деятельности я занимаюсь там КВНом, и мне очень пригодился опыт. В КВН это все пригодилось. Давай поговорим про КВН. КВНом я занимаюсь с 8 класса. Я очень люблю эту игру и не хочу ее бросать, потому что совсем недавно я вернулся с города Сочи, где мы
достигли очень хорошего результата, который в скором времени, может быть, позволит мне исполнить свою мечту и выйти на сцену Первого канала. Там стоит Сочи парк, построили огромный, куда мы пошли. Как нам сказали, что это самые большие американские горки, как бы не парадоксально звучало, самые большие американские горки в России. Да. Вот. Кстати, что ты? Мы пошли, там есть самый большой, который работал в Мегарыныч, называется. Тихо, я сейчас расскажу, не перебивай меня. Так много эмоций сразу. Мы сели туда. Кириллин боялся. Он сначала остался, мы все зашли, и потом он нас догонял. Подождите меня, я все-таки тоже иду. Мы в общем, мы все садимся, сели. там все закрываются. У нас даже ничего Там не щелкает, нет звука. Непонятно, ты прижат или не прижат, ты в безопасности или нет. В общем, я сидел рядом с ним вот так по два места. вцепился в меня. Я Нет, говорю, да подожди, дай правду расскажу. Мы сидели по 2 человека, я сидел с Сережей. Да, ну конечно. И, в общем, когда вот Всегда рядом. сама эта штука начинает стартовать, она сразу тебя прижимает скоростью, и все орут прям. Всякие звуки издают, от страха. Похоже на маршрутку в Адлере, да, что-то такое. Да. А человек по имени Сережа, знаете, как делал от страха? Вот так. Ой. Ой-ой-ой. Не, ну вы понимаете? Ой. Мало того, что я первый раз был в Сочи, я еще первый раз был на фестивале, и вот сейчас сам фестиваль меня очень сильно впечатлил, потому что такое большое скопление вот креативных, молодых, позитивных людей это я никогда не видел. То есть можешь зайти в там большой конгресс-зал, где каждый день с 10 утра до 10 вечера проходят просмотры КВН, то есть можешь смотреть трансляцию. А вот в этом большом зале, то есть сконцентрировано все, то есть где-то люди репетируют, где-то просто смотрят, где-то едят, спят, там, я не знаю, мы все время вместе. В этом году мы ехали целенаправленно за вторым туром, потому что нам уже и говорили, что, ребят, у вас все будет хорошо. Мы выступаем, очень хорошо выступили, зашли, нам аплодировали. Я уже думал, был мыслями во втором туре. Нас взяли в телевизионную международную лигу в городе Минске. И чтобы все знали, эта лига, она уже готовит тебя непосредственно к телевизору Первого канала России. Она идет по Первому каналу белорусскому. Теперь и она будет готовить к Первому каналу России. Настя Гриневецкая, тоже ведущий пропеллер, они прям очень хорошо выступили в Сочи. Они взяли с первого раза повышенный рейтинг. Это очень хороший результат. У них никто не падал со стульев. Они прям, девчонки, молодцы очень. Ну да, они как-то поймали волну. Они запомнились всем там сочинским командам. Друзья, мы находимся на Красной Поляне. Это горки город. И именно здесь проходит 26-й международный фестиваль КВН. 12 дней, 12 ночей, Олимпийская деревня, горы, море, плюсовая погода и куча позитивной молодежи. Все это 26-й международный фестиваль КВН. Вот с этой вот точки мы сейчас начнем небольшую экскурсию по горке городу. Это КВН-такси, возит КВНщиков по дешевым ценам. Гостиница «Мариот». Это 5 звезд. Тут живут игроки высшей лиги. Еще вот такие вот машинки ездят. На них можно пригодиться. Стоит 50 рублей для своих апартаментов, если вам лень. Ну что тут еще красивее на самом деле? Красивее. Нажимаем на лифт. Но он ведь будет идти долго, поэтому мы пойдем пешком. Ты пошутил сейчас? Пошли. Лифт приехал. Пошли. Сразу извиняемся за бардак. Угадайте, чья это комната? Чья? Правильно, это комната Вячеслава Брешева. Подошли к самой основной достопримечательности горки город. Это фуникуляр. Будем подниматься вон туда сейчас. 970 метров, там будет, наверное, очень холодно, поэтому я одел якутский зимний пуховик. Мы сейчас поднимаемся на город, там очень круто. Добрались до отметки 970 метров, и именно здесь открывается вот такая вот красота. Вот говорят, что чем выше поднимаешься, тем дороже цены. Еще говорят, если выше поднимаешься, то там вообще бутылку воды купить нереально. Пропеллер, да? Да.
самом верхнем этаже. И тут у нас рай. Аквапарк, друзья. Слушайте, очень здорово, когда контраст такой великолепный от Сочи, где лето всегда, до гор, где можно кататься на сноуборде, и вот тут таких вот роскошеств. Мы как будто в Англии! Ну а пока в Горке город кипела бурная КВНовская жизнь, мы решили спуститься с гор и проехаться по знаковым местам города Сочи. Увидимся. Поехали. Нормально все. Это Олимпийский парк. Именно здесь год назад прошло самое громкое событие в мире – 22-е зимние Олимпийские игры. Это олимпийский факел, олимпийский огонь. Именно его год назад зажигали наши спортсмены. Факел отсюда напоминает лохнесское чудовище. Также в этой местности проходил чемпионат Формулы-1. Именно на этой трассе совсем недавно жгли резину такие мировые звезды, как Льюис Хэмилтон, Себастьян Феттель и Фернандо Алонсо. А если я старт нажму? Вход в Сочи парк. Пошли. Тысяча рублей! Подожди. Мы взяли вот такие билеты, которые стоят на самом деле не очень дешево, но зато они позволяют кататься. Да, подожди. Лошадки там есть. Меня возьмите, подождите. Сейчас приплывем. Миша, обратно! Вот такой вот незабываемый зимний уикенд мы провели в городе Сочи. Оператор, помаши в камеру. Оператор по неволе. Играйте в КВН для того, чтобы когда-нибудь поехать на это замечательное мероприятие, фестиваль международный. Допустим, вот ребята поехали в Сочи на фестиваль, а я поехал бы куда-нибудь там в Майами. Мне кажется, я все равно... Ну что, если я тоже поехал. Если остальные ребята. Заходите в наше сообщество ВКонтакте Проб ТВ, ставьте лайки и оставляйте свои впечатления и комментарии по поводу выпусков. Да. А сегодня у нас в гостях был Мераб Гарузия, ведущий сегодня в студии Сергей Орлов, Илья Цой. Всего вам доброго и до новых встреч. Всем пока. Пока. До свидания.